Ну, совершенно правильно было сказано, что речь идет о том, что коммерческая недвижимость, так называемая коммерческая недвижимость, потому что такого понятия нет в нашем гражданском законодательстве, есть понятие нежилые помещения, да, и, соответственно, их целевое назначение не предполагает проживание. То есть мы вводим такую специфическую категорию нежилых помещений, которая одновременно предполагает их проживание, да, временное пребывание, скажем. Так это обозначено в законе. Ну, это, как опять же совершенно точно было сказано, с моей точки зрения, это попытка обойти вот эти острые углы нашего гражданского законодательства. Совершенно понятно, что вот этот запрет на приобретение жилого недвижимого имущества, он обоснован с разных точек зрения, и он был как раз направлен против того, чтобы Абхазия, там, не знаю, неконтролируемо не разбазаривалась там территория, земля и все прочее. То есть это выверенная, очень четкая политическая позиция нашего руководства на протяжении 30 лет. Сейчас как-то мне кажется, что происходит пересмотр этой позиции. Мне сложно действительно с этим согласиться, потому что, когда мы говорим о том, что вот все-таки эти помещения, апартаменты, одновременно они являются и как бы объектом размещения, и местом временного пребывания. Мы должны заглянуть, наверное, в наше законодательство, посмотреть, что, в принципе, иностранные граждане могут пребывать здесь на срок до полугода, да, затем они должны выехать. И, я думаю, что особых проблем для граждан Российской Федерации вот выехать, да, и вернуться обратно не составляет. То есть они могут спокойно проживать здесь в течение там, круглого года, да, и так бесконечно. То есть в любом случае это помещение разве это будет... даст им даст право претендовать на гражданство? Вот Нет, как многие высказываются, нет. Я вот такое мнение тоже слышала. Это не проблема, здесь не вопрос гражданства, здесь вопрос присутствия Такое мнение тоже звучало, я поэтому понимаю, говорю. здесь вопрос присутствия как такового значительного количества иностранных граждан, фактического присутствия. Этот вопрос очень важный. Речь не идет о том, что кто-то вдруг начнет претендовать на наше гражданство или на наш вид на жительство. Возможно, вот в связи с этой ситуацией им просто и не нужно будет претендовать на это. Проблема в том, что будет фактически меняться ареал проживания этих людей. Он будет перестраиваться под новых жителей. Мы сейчас видим, что у нас вот в Сухуми происходит строительство апартаментов. Хотя мы знаем, что значительная часть приобретается апартаментов. Я не знаю, может быть, если закон не будет принят, то скажут, что это совершенно не апартаменты, что это, там, я не знаю, жилые здания. Можно я один вопрос? Можно я все-таки докончу, я долго очень ждал. И вот сейчас у нас мы видим, что происходит застройка. Да? Вот если даже мы откроем какие-то сайты, да, и у нас есть известный апартаментом, он называется, не апарт-отелем, а именно апартаментом «Променад», то мы понимаем, что и там люди могут приобретать недвижимость. А эти апартаменты размещаются на лучших территориях, да, в тех зонах, в которых в принципе они не должны размещаться. То есть посмотрите, если это будет происходить и в последующем, когда фактически девелоперам удается как бы преодолеть каким-то образом сопротивление со стороны органов власти, да, в этих вопросах, очень легко, не имея законодательства соответствующего, да, им удается каким-то образом лучшие территории за собой бронировать. Так как и все гостиницы и отели всегда на лучших территориях. Да, но речь идет о том, что это не просто гостиница. Речь идет о том, что это все-таки место временного как бы пребывания, которое таковым по сути не является. И потом, когда нам говорят о том, что ничего неизменного быть не может, да, если у нас есть, мы сделали один шаг
ну, появится здесь значительное количество людей, у которых будут определенные интересы. Это люди, наверное, состоятельные, это люди влиятельные, это люди с возможностями. Почему бы им не лоббировать дальнейшее усиление своего статуса и пребывания здесь? Мы не знаем, каким образом. Да? Может быть, они все-таки захотят, чтобы эти объекты стали использоваться именно постоянной основой. Вот посмотрите, что происходит на самом деле. Вот мы говорим о том, что мы ограничиваем, мы разрешаем этим людям приобретать на праве собственности вот апартаменты, но в то же время мы ограничиваем их право пользования. Да? То есть мы право собственности в каком-то месте урезаем. Но почему у этих людей в последующем, может быть не сначала, но в последующем не возникнет такое массовое желание, скажем, обжаловать закон? Законы тоже обжалуются в административном порядке, в порядке административного судопроизводства, может быть и в порядке конституционного судопроизводства, в конце концов. Все это возможно. А может быть мы сами согласимся, учитывая, что настолько поменяются реалии, да, что надо будет, уже нам скажут, что вот видите, контекст таков, и, наверное, нам надо будет внести какие-то изменения. Для нас появление такого закона, это тоже, да, он вызвал такую бурю, колоссальную бурю эмоций, и как бы, ну, мы теперь, как можно сказать, что смирились с этим, да, ну, как бы мы пытаемся это осмыслить, но, возможно, и нам что-то другое, да, в последующем, да, вот шаг за шагом продвигаясь все дальше к какой-то намеченной цели, которая, ну, конечно, это полнокровное использование, да, этих апартаментов, возможно, в этом как бы и будут заинтересованы эти люди. Нателла, вы хотите Я прошу добавить? прощения, Да? Нателла, один вопрос. Саид Игоревич, насколько мне известно, вы сегодня представляете партию Нет, Айтгылара? я никого не представляю. Представляю Нет, себя просто нам исключительно. сказали, что вы от Нет, партии. нет. Понятно. Я просто почему спросил, уважаемый мною Кан Валерьевич в 2020 году давал очень интересное интервью изданию «Известия», где, кстати, сказал, что, могу процитировать, вот тема апартаментов – это предмет обсуждения выгод и преимуществ для граждан нашей республики и интересов РФ в нашем регионе. Этот интервью есть в интернете, можете посмотреть. И последний у меня вопрос. Саид Игоревич, как к юристу обращаюсь. Считаете ли вы, что нашей стране нужен специальный закон по регулированию уже имеющихся правоотношений? Или он не нужен вообще? А о каких правоотношениях вы говорите? О которых мы, вы, я говорили о том, что уже строится, по-разному они называют, кто-то называет это клубом, клубным домом, кто-то апартаментом и так далее. То есть факт налицо, процесс идет. Считаете ли вы, что нам нужен специальный закон, который будет регулировать, или вы считаете, что он не нужен нам? Вы знаете, вот по поводу первого, честно говоря, не совсем понимаю, какое отношение. Если вы ко мне позволите, это. можно Да, я имеет Нет, позвольте. Я мне вот, все. да, ответ хотел бы услышать. Нужен ли? Реалии, опять, насколько правильно мы оцениваем существующие реалии, да, что нам надо закреплять. То есть мы можем по-разному, совершенно есть развилка какая-то, можно по-разному, можно, как совершенно верно, у меня точно такое же мнение по этому поводу, что не обязательно передавать собственность, да, можно те же апарт-отели создавать, и кто посчитал, и кто сравнил вот эти две бизнес-модели, когда, скажем, апарт-отель будет в качестве исключительно объекта гостиничного типа, объекта размещения, и когда это будет исключительно, скажем, апарт-отель, состоящий из апартаментов, которые принадлежат Всё на праве посчитано. собственности. Все посчитано. Но вы знаете, И не есть, нами. ну, я понимаю, что просчитано со стороны власти, а я говорил с экономистами, которые говорят совершенно обратное. Ну, мне кажется, что да, нам сейчас сложно говорить, потому что вы экономист, я юрист, нужен отдельный, мне кажется, разговор с экономистами по этому поводу, чтобы вы обменялись аргументами относительно, хотя... Мой вопрос в другом. Тогда, Одинцов Как Эдуардович, нужен можно специальный юрист-юристом закон? сказать? Давайте в таком даме случае вообще? Относительно специального Нателла, сейчас закона вы у нас скажете. есть вот эти, их любят приводить в пример фактические отношения, когда люди совершенно незаконные сделки идут, да, купли-продажи. Такие
сделки легализовывать нельзя. Это нарушение. Мы не имеем права на государственном уровне признавать незаконные сделки купли-продажи. Если есть строящиеся здания, то эти здания, они могут, если закона не будет, это будет многоквартирный дом всего лишь. То есть, правильно ли я понимаю, специальный закон не нужен, по вашему мнению? Вот такой закон, который предложен нам, такой закон Хорошо, не другой нужен. какой-то специальный закон нужен в части регулирования этих правоотношений? В части регулирования, я считаю, что апарт-отель это перспективная форма. Так. Но если это исключительно объект размещения, если это гостиница, это абсолютно нормальная вещь. Но специальный закон нужен или нет? Я же вам ответил. То есть вы считаете, что не нужен? Закон, который предоставляет право собственности различным людям, да, приобретение апартаментов, такой закон нам не нужен. Саид, я услышала ваше Можно мнение. я, Давайте пожалуйста, Наталье вот дадим вы, слово. Саид Игоревич, с вашего позволения, ряд вопросов. Вы вот говорили по поводу приобретается, о том, что апартаменты строятся, не приобретаются. В рамках гражданского законодательства, как вы правильно сказали, речь идет о недвижимости. Если это недвижимость, гражданское законодательство сегодня позволяет продажу недвижимости. По такому же пути буквально пошла Российская Федерация, когда в отсутствие нормативного регулирования строились апартаменты, продавались в рамках действующего законодательства как недвижимость, и Россия пришла к тому пути, к которому пришла по факту сегодня. Что касается изменения законодательства, да, изменения законодательства действительно они не имеют места быть. Законодательство в любом случае должно соответствовать тем социально-экономическим условиям, которые складываются. У нас впервые апартаменты и апарт-отели, как сказал Адгур Амиранович, еще в 2016 году появились как средство размещения гостиничного типа. Что касается ограничения прав собственности в части того, что это объект временного пребывания, целевое значение апартамента в данном случае, как объект временного пребывания, объект временного размещения, оно никак не может ограничить право собственности собственника по владению, пользованию и распоряжению. Как вы правильно подметили, у нас также действует миграционное законодательство, в рамках которого установлены определенные пределы пребывания, временные сроки пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства. Но что касается миграционного законодательства, хотелось бы сказать, да, человек, который находится круглый год, навряд ли найдутся огромное количество людей, которые круглый год будут проживать на территории Республики Абхазия. Это может быть та категория, которая либо осуществляет трудовую деятельность, либо временно пребывает, либо для бизнеса. И возвращаясь к тому вопросу, который задавал Джинсух Эдуардович. Как вы сказали, стройка идет. В соответствии с гражданским законодательством объекты недвижимости, они подлежат купле-продаже. И в ситуации, которая сегодня сложилась, какой выход из ситуации, если их не сегодня регулировать, то с какими проблемами мы столкнемся, знаете, и как этот вопрос решить и снять? Извините, пожалуйста, что строится? Речь идет о чем? Речь идет Объекты об апартаментах. недвижимости. фактически Объекты об апартаментах, недвижимости. Да, а Сегодня почему строится. это происходит? Потому А что почему это законодательство не происходит? А ограничивает. почему речь идет? Эти апартаменты могут стать либо гостиницами, либо многоквартирными домами. Здесь никакой проблемы совершенно Саид нет. Игоревич, Вы совершенно не слышите нашего основного аргумента. Непонятно, мне, честно говоря, первый тезис ваш не понял, Нателла, совершенно. Да, Я вас понимаю, речь идет о продаже, нежилых Недвижимость, помещений, да. замечательно. Но в данном случае мы говорим о том, что это не простое нежилое помещение. Кстати, определение тоже у нас нет в законодательстве нормально. Речь идет о подмене понятий. Речь идет о том, что это нежилое помещение, оно должно исключительно использоваться в коммерческих целях. Тогда обяжите, пожалуйста, собственников становиться предпринимателями, чтобы они действительно в коммерческих целях использовали. Либо, я не знаю, это могут приобретать коммерческие юридические лица, либо индивидуальные предприниматели. Физические лица, я не знаю, там обяжите их подавать заявку на патент. В таком случае еще можно во что-то поверить. Но, опять же, с точки зрения демографии, безопасности, многих других вещей, которые тоже, с моей точки зрения, надо принимать во внимание, это нецелесообразно. Об этом, я думаю, еще надо говорить и во многих других передачах. Потому что экономический эффект это замечательно, а каким будет демографический, каким будет политический. Экономический если тоже, вы опять же, позволите, здесь, мне кажется, еще одна большая проблема. Мне, честно говоря, не совсем понятно, почему вот такие вот преференции в плане предоставления жилья гарантируются иностранным гражданам. Почему эта преференция существует?
в чём преференции? Потому что это, я же объяснял, речь идет о том, что эти объекты будут размещаться в лучших территориях Республики Абхазия. Уже есть эти примеры. Далеко ходить не нужно, можно заглянуть на сайт определенных архитектурных бюро, которые уже показывают о том, где будут размещаться. Вот на улице, на которой я живу, Кугоне. Конечно, эти объекты, они дорогие, они будут приобретаться, естественно, с расчетом на иностранных граждан. Я хотел сказать об одном, о том, что, во-первых, все эти предложения, они принимаются в достаточно непростых политических условиях, но и не только политических, но и правовых, потому что у нас нет действующего градостроительного кодекса, у нас устаревший во многом жилищный кодекс. И вот в условиях такого правового вакуума я понимаю, в чем состоит спешка, потому что побыстрее, да, застолбить это место и побыстрее как бы принять этот закон, потому что он слишком много и очень сильно меняет, чтобы потом как бы уже можно было подстраивать под него последующее регулирование. И я не зря говорил о преференциях, и я совершенно четко их наблюдаю, и наши аргументы, мне кажется, совершенно очевидно показывают, что вот есть такие преференции в адрес иностранных граждан вот в данном случае. И когда мы говорим о том, что, ну, разве это не важно, да, там временно пребывающие люди, но эти временно пребывающие люди, они захотят пользоваться определенными сервисами, которые соответствуют вот их запросам высоким. Соответственно, очень серьезно будет формироваться вокруг них определенная среда, которая может нас, например, не устраивать в чем-то, да, наш менталитет и все такое, да, и наши традиции тоже. Вы имеете в виду развитие, значит, сферы услуг, сервиса не отвечает нашим интересам? Ну, возможно, такое. Уровень Все в меру услуг должно быть. будет гораздо выше. Но, Что в этом плохого? Это сервис, который будет ориентирован исключительно под запросы вот этих людей. Он исключительно для удовлетворения их потребностей, но не нас. Да? То есть я говорю о том, что инфраструктура и социальная среда, если это более такие тонкие вещи, да, социальная среда будет очень сильно меняться. Его очень сильно будет менять нас, жителей Абхазии. Да, и нам какое-то место там не очень значительно в этой социальной среде будет отведено. Вот как бы в чем мой тезис.